открыты. Вы слушали новости. Хорошего дня. Оставайтесь с Крым Реалией. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, прекрасная Таврида. С вами снова Радио Крым Реалии и я, Сергей Громенко. Встречаемся, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Прямой эфир. Еще раз всем доброго утра. Позавчера Рифат Чубаров, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, анонсировал создание Международного комитета по защите прав человека в Крыму. Проблема политзаключенных также была одной из важных в декларации исполкома Всемирного конгресса крымских татар, которая была опубликована 1 августа. Об усилиях по борьбе за права человека в Крыму и нарушении этих прав по отношению к крымским татарам, к украинцам и другим жителям полуострова мы поговорим сегодня с нашими гостями, которых я представлю чуть позже. А сейчас давайте послушаем репортаж, который подготовили мои коллеги. Репортаж. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров 16 августа сообщил о намерении создать Международный комитет по защите прав человека в аннексированном Крыму. По его словам, политики, международные правозащитные организации поддержат деятельность комитета. Чубаров рассказал, что рабочее название организации «Крым», и в своей деятельности она будет опираться прежде всего на возможности и опыт Меджлиса крымско-татарского народа. Я думаю, что это будут декларации, продекларированные рядом людей в своей деятельности. Они будут акцентироваться исключительно на оказании помощи всем тем, кто подвергается репрессиям в Крыму, и одновременно привлечение международного внимания к вопросам обеспечения прав этих людей. Кроме того, в начале августа исполнительный комитет Всемирного конгресса крымских татар выступил за внесение изменений в Конституцию Украины в части статуса Крыма. Об этом говорится в декларации исполкома Конгресса. Предложение президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма в состав Украины в качестве Крымско-татарской автономной республики крымскими татарами по всему миру было охотно встречено. Незамедлительное внесение необходимых изменений в Конституцию Украины в рамках территориальной целостности государства и реализация этого предложения прочно соединит дружбу крымских татар и украинцев. Говорится в документе. Также на Конгрессе обнародовали список жертв российской аннексии Крыма. По данным документа, убито 9 человек, 15 похищено и 25 задержано российским режимом. Часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности по делу международной организации «Хизбут-Тахрир». Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилии. Речь об участниках акции 26 февраля 2014 года. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Ко всему прочему, крымские силовики систематически задерживают крымчан, якобы проверяя людей на причастность к терроризму или же незаконной миграции. Именно так объясняют регулярные задержания подконтрольный Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская. Валерия Максимова для Крым Реалии. Репортаж. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, 8 810 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы. Крымчане говорят. Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день. Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение. Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все. Да ну это просто бред. Все дочь ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то что какой-то ремонт. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Сегодня у нас в гостях член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымских татар Искендер Бариев. Здравствуйте, Искендер. Доброе утро. Также позже мы свяжемся по телефону с правозащитницей и координатором общественной инициативы Евромайдан СОС Александрой Матвейчук. Искендер, сразу первый вопрос, который лично меня, я думаю, многих слушателей мучает уже 2 недели. Вот декларация исполкома Всемирного конгресса крымских татар, опубликованная 2 недели назад. Это международный документ, он какое-то движение, какое-то давление организовывает, продвигает, он повлиял как-то на позицию мировой общественности по отношению к проблемам крымских татар? Всемирный конгресс крымских татар – это один из институтов, который был инициирован в свое время Курултаем в 2009 году. И тем более сейчас в условиях оккупации, когда, скажем, большая часть членов Меджлиса находится на оккупированной территории, и когда Меджлис вынужден был, вернее, в отношении Меджлиса проводится судебное производство, и Меджлис был объявлен административным вначале путем, а потом уже и решением так называемого суда Республики Крым экстремистской организации, поэтому сейчас очень важна активность и более четкая деятельность Всемирного конгресса крымских татар. Кроме того, в Всемирном конгрессе крымских татар сосредоточены все силы крымско-татарских диаспор, которые находятся, самое массовое это в Турции, в Румынии, а также в Польше, в Литве, в Соединенных Штатах Америки и в ряде стран. Поэтому вот подобные встречи, это, во-первых, координация деятельности, во-вторых, декларация, она не просто несет под собой какие-либо заявления, в том числе и практические действия. То есть это, с одной стороны, обращение к внешнему миру, к международному сообществу. Таким образом, мы еще раз напоминаем о проблемах Крыма. Мы заявляем о том, что проводятся репрессии в отношении коренного крымско-татарского народа в Крыму. И, с другой стороны, это руководство к действиям на местах. И как раз таки, если мы говорим про Эскишехирскую декларацию, то здесь речь идет о том, что в рамках этой декларации было принято решение проводить кампании связанные с без вести пропавшими людьми. И в частности, это связано с тем, что член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов, он был выкраден в Бахчисарае в ночь с 24 на 25 мая 2016 года, и он как раз является примером или должен стать символом вот этой большой кампании. И были обсуждены вопросы в этом плане, и будут проводиться массовые кампании, связанные с исчезновением людей. Понятно. Подконтрольная Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская говорит, что похищение Ибрагимова могло стать провокацией с целью обвинить местный правоохранительный орган. Давайте послушаем ее мнение. Мнение. Это похищение с целью дестабилизировать ситуацию в Крыму и сделать такой маневр, желая оклеветать и оговорить специально правоохранительные органы Республики Крым в связи с тем, что когда было совершено похищение Эрвина, была видеозапись, согласно которой можно было увидеть, что данное преступление совершили люди, которые были одеты в форму сотрудников ГИБДД. А также автомобиль стоял, в который поместили и Эрвина, также который оборудован специальными знаками отличия автомобиля ГИБДД. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Мнение. Итак, Искендар, вот Наталья Поклонская говорит, что это провокация, что вот очернить хотели доблестные органы в Крыму. На самом деле, об неадекватных заявлениях данной барышни, я по-другому назвать не могу, наверное, мы не первый раз слышали, и кроме того, она представляет так называемые силовые структуры на оккупированной территории, и как раз-таки она несет ответственность за жизнь и права людей, которые проживают на оккупированной территории. И с другой стороны, мы видим, когда сотни
вооруженных людей находится время, когда они приезжают, и ресурс на обыски, когда они заезжают в мечети, прерывают пятничные намазы, когда они заезжают в учебные центры. На это у них время есть, на это у них есть ресурс, и на это есть у них люди. Но почему-то у них нет людей для того, чтобы обеспечить безопасность тех людей, которые находятся на оккупированной территории. И как раз-таки, если слушать или придерживаться той логики, о которой говорит данная барышня, то тогда они не способны контролировать ситуацию в Крыму. Тогда пусть уйдут, оставятся в покое. И мы вернем Крым таким, каким он был, когда люди спокойно могли ночью ходить по улицам Симферополя, Бахчисарая или любой другой улицы, или в любом другом городе Крыма. Поэтому понятно, что может сказать данная барышня, когда кроме Эрвины Ибрагимова еще 15 человек, которые пропали без вести. Что о них можно сказать? Кроме того, нами, как Комитетом по защите прав крымско-татарского народа, как Крымско-татарским ресурсным центром зафиксировано более 9 случаев из без вести пропавших, когда у нас есть видеосъемки, когда насильно запихивали, я прям так и скажу, запихивали людей в микроавтобусы и вывозили, потом о них не было никакой информации, либо есть свидетельские показания людей. И поэтому пусть эта барышня лучше возьмет и занимается своим делом, а не занимается политикой. Планируете ли вы обращаться в международные судебные и расследовательские институции для того, чтобы принудить крымскую власть нынешнюю делать ее работу или, по крайней мере, просить Запад, чтобы он попытался это сделать? Однозначно. Дело в том, что мы и работаем в этом направлении, потому что есть несколько направлений. И одно из направлений, за которое мы сегодня взялись, это подготовка жалоб в компетентные институты Организации Объединенных Наций по специальному образцу о нарушении прав коренного народа. Крыма. И вы полагаете, что в самое ближайшее время это удастся сделать? Здесь дело в том, что когда мы говорим о европейских судах, есть определенное время и процедура. Да? Когда мы говорим о жалобах, то на эти жалобы должны реагировать специальные уполномоченные, специальные докладчики ООН по тем или другим вопросам, скажем, расовой дискриминации и так далее. И, соответственно, это совершенно другой эффект. Это не просто, когда мы заявляем или делаем обращение к генеральному секретарю ООН. Это один подход. Но это больше такой декларативный подход. Другой подход, когда мы собираем пакет, целый кейс доказательств, отправляем специальному уполномоченному, специальному докладчику, к примеру, по ликвидации, комитета по ликвидации всех форм расовой дискриминации, который обязан рассмотреть, соответственно, докладывать на самом высоком уровне ООН. Можно уже в этом году ожидать такого? Я пока не спешил бы, что в этом году, но в этом году обязательно эти процессы начнутся именно в этом направлении. Понятно. Вице-премьер подроссийского правительства Крыма Руслан Бальбек говорит о том, что обвинения в нарушении прав крымских татар являются сознательными провокациями. Давайте послушаем. Точка зрения. Все это политические технологии, которые направлены на то, чтобы использовать национальный фактор как инструмент давления на Российскую Федерацию. Поверьте, этих людей, то есть 15-20 человек, которые устраивают обструкцию, сегодня с точки зрения российского законодательства уже даны правовые оценки. Точка зрения. Действительно ли речь идет о 15-20 людях, которые мутят воду, по мнению Бальбека? Я вас вижу одного перед собой. Где еще 14? Да, я один из тех, который находится здесь, и как раз Бальбека я-то знаю уже много лет, на самом деле, и просто этот молодой человек пытается построить политическую карьеру, но на костях своих соотечественников строить карьеру политическую – это большой грех. И я думаю, что время рассудит, и Всевышний все видит. С другой стороны, мы говорим тогда о десятках тысяч людей, которые находятся за пределами Крыма, оккупированной территории. Мы говорим о десятках людей, которые находятся сегодня в СИЗО, в тюрьмах, и в том числе вывезены на материковую часть Российской Федерации. Мы говорим о десятках людей, которые без вести пропали, и о них нет информации. Мы говорим о тысячах людей, у которых проводились обыски или которые были вызваны на допросы. Такого не было. Таких массовых репрессий не было в украинские времена. Поэтому я думаю,
политическую карьеру строить можно, но не на костях своих соотечественников. Большое спасибо, дорогие слушатели. Не переключайтесь, мы вернемся к вам буквально через несколько секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:35 и в 18:30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере. Во второй части программы мы поговорим с нашим гостем о заявлении украинского президента Петра Порошенко о своих планах добиться установления национальной автономии для крымских татар. Прямая речь. Точка зрения. Я впевнений, що ми це мали зробити для кримсько-татарського народу раніше. Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто, всі президенти і вся українська влада. Не тих боялися. Боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримсько-татарському народу, форпосту українськості в Криму. І саме тому я прийняв рішення вийти з цією ініціативою. Після консультації з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемільовим і з головою Меджлісу, який, до речі, так налякав росіян, що вони його заборонили незаконно, Ріфатом Чубаровим. Модель буде так само, як і проходить по всім змінам до Конституції, які я збираюся підготовлювати. Це буде передача в Конституційну комісію, включення туди представників кримських татар, ретельне опрацювання, обговорення, підписання і передача до Верховної Ради. Точка зрения. Весь вопрос национальной автономии слишком большой, чтобы мы его сейчас обсуждали, поэтому я вычленю из него один маленький подвопросик. Как вам кажется, создание крымско-татарской национальной автономии позволит успешнее защищать права крымских татар на территории материковой Украины и в самом полуострове, или это пока остается только благими пожеланиями? Я думаю, что я в первую очередь верю президенту, верю в искренность его заявлений. Единственное, хотелось бы, чтобы эти заявления не были декларативными. Потому что еще в 1993 году первый президент Украины тоже заявлял о восстановлении политических прав крымско-татарского народа, но в августе месяце уже он не стал президентом, и осталось все это, и начались различные правовые манипуляции, как я говорю обычно. Отвечая четко на ваш вопрос, я скажу следующим образом, что действительно это поможет. И когда мы говорим и это поможет не только крымским татарам, это поможет Украине. Потому что мне неоднократно задавали вопрос, а крымские татары как относятся к федерализации Украины? Да никак, потому что крымские татары никогда не говорили о федерализации Украины. И как раз та ошибка, которая была заложена в начале 90-х годов, нарушение закона о СССР, о восстановлении Крымской АССР, когда создали автономию по территориальному признаку, как раз дали претенденты к тому, или создали претенденты к тому, чтобы были инициативы создания там Бессарабской народной республики, там ЛНР или ДНР и так далее. То есть это как раз-таки прямой посыл к тому, что Украина должна быть федеральным государством и делиться по территориальному признаку. А когда мы говорим о крымско-татарской национально-территориальной автономии, то есть мы в первую очередь защищаем политические права коренного крымско-татарского народа караимов и крымчаков, а во-вторых, мы говорим, что в унитарном государстве есть автономная республика по этническому признаку только потому, что в Украине существуют коренные народы, которые должны быть обеспечены правом, которые должны быть защищены этим государством. И только поэтому существует автономная республика, потому что есть специфика, этническая специфика коренных народов и так далее. И это будет понятно всем, и в том числе это будет четко, будет дан четкий посыл всему украинскому обществу, всему миру о том, что почему в Крыму именно автономная республика Крым. И поэтому хотелось бы, чтобы все-таки не просто декларации и заявления были по этому вопросу, а были практические действия, чтобы заработала Конституционная комиссия, чтобы довели до ума конституционную реформу Украины, потому что основной закон должен быть, и он должен быть совершенен, и он должен активно работать. Понятно. Последний вопрос. Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал нам на наш специальный вопрос о том, как крымско-татарский вопрос находится в поле взаимодействия Анкары и Москвы. Давайте послушаем. Мнение. Крым в турецко-российских отношениях играет второстепенную роль. Он всплывает только в момент обострения отношений между Эрдоганом и Путиным. Тогда Анкара делает какие-то символические жесты, например,
организовывает на высшем уровне Всемирный конгресс крымских татар в Турции. Эрдоган сам встречается, и весь политический истеблишмент встречается с лидерами крымских татар. Во всем остальном Турция с самого начала занимала довольно двусмысленную позицию в отношении аннексии Крыма и ничем особенным не выделялась на фоне стран, например, Южной Европы, которым эта тема совершенно далека. Мнение. И в связи с недавней встречей Путина и Эрдогана, на которой почему-то не обсуждалась проблема крымских татар, прокомментируйте, пожалуйста, это мнение вот в последние минуты нашей программы. Ну, в первую очередь я хочу обратиться к телезрителям, к радиослушателям, что мы должны понимать, что Ближний Восток — это очень непростой регион, и Турция всегда претендовала быть лидером на Ближнем Востоке. Взаимоотношения Турции и Российской Федерации — это энергетическая зависимость, это определенные экономические взаимодействия, это необходимость, скажем, укреплять свои позиции на Ближнем Востоке Турции. И однозначно при первой встрече, когда речь шла о налаживании взаимоотношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, речь шла только об экономических вопросах. И нельзя мешать вопрос экономический и вопрос, связанный с Крымом, с крымскими татарами. Понятно, что мы хотим большего, мы хотим, чтобы наши братья, нам братский народ был более принципиален и ввел более жесткую позицию, но при всем том, даже при заявлении о том, что мы будем налаживать экономические связи с Российской Федерацией, вопрос целостности Украины остается, Турция остается принципиальной в вопросах целостности Украины, принципиальной в отношении крымско-татарского народа. И я думаю, что мы со своей стороны должны держать эту линию и не давать Турецкой Республике забывать про этот вопрос. Большое спасибо. Напомню, нашим гостем сегодня был Искандер Бариев, член Меджлиса и глава Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Я Сергей Громенко, это радио Крым Реалии. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного всем дня, оставайтесь с нами до вечера, услышимся.